Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас», куда я приглашаю людей ответственных, людей интересных, поскольку у нас в год столетия автотранспорта Якутии за 100 лет количество машин увеличилось 150 минимум тысяч раз. То есть, если в 1926 году у нас была одна автомашина «Пайп», которая принадлежала руководителю аптечного управления, и в те времена были, во времена НЭПа, аптекари зажиточные люди, а сейчас у нас бороздят улицы нашего города только, да, городского Гадижидана, 148 тысяч по состоянию на март, да, 148 тысяч плюс-минус еще 2 тысячи, которые успели, наверное, с конца марта за апрель зарегистрироваться. И у нас временами передача превращается в отчет руководителя городского отдела транспорта и дорожной инфраструктуры Эдуарда Юрьевича Садовникова. Здравствуйте, Эдуард Юрьевич. Здравствуйте. В преддверии летнего сезона, наверное, актуальны будут все-таки те направления, те вопросы, которые горожане задают в области городских, в адрес городских властей, в части дорожного покрытия, в части мероприятий, которые способствуют улучшению, на самом деле, дорожного покрытия, да, потому что, объективно, дороги в столице, они улучшаются. Если там лет 10 тому назад можно было, когда начиналась только большая программа нацпроекта, да, оставалось желать лучшего во многих направлениях. Сейчас, не худо-бедно, а объективно дороги в гораздо лучшем состоянии. Поэтому, еще раз, лето у нас горожане массово пересаживаются на автомобили после зимней, скажем так, заморозки и так далее. И с удивлением натыкаются на то, что в части направлений у нас ограничение движения. Не полностью перекрытие улиц, да, как раньше практиковалось, а ограничение движения. Давайте мы первым делом, конечно, поставим вопросы дорожного ремонта, которые вы, как руководитель данного направления в деле городского хозяйства, знаете от и до. И коснемся еще и других, скажем так, нововведений, которые других видов городского транспорта, в том числе и индивидуальных средств мобильности, тоже касаются, да, потому что они, не то что проблемные, они вызывают вопросы во многих вещах. Давайте. Первый вопрос, который я адресую, исходя из публикаций, комментариев в соцсетях и так далее. Почему так долго? Почему так надолго? То есть 50 лет советской армии, период указан чуть ли не 3-4 месяца. Сергеляхское шоссе, которое, я так понимаю, там идет переделка подрядчикам дорожного полотна, там тоже, определенную, скажем так, Аюнского у нас тоже на длительный период ограничено. Давайте мы будем комментировать с учетом того, что там есть какие-то нюансы, то есть и полное перекрытие, и ограничения. Давайте. Да, спасибо за вопрос. Да, действительно, у нас строительный сезон, как все знают, очень короткий в городе Якутске, конечно. Поэтому с конца апреля уже начинается начало работ дорожных всех. Запускаются и асфальтовые бетонные заводы. Поэтому мы стараемся успеть в этот короткий сезон наши мероприятия, которые запланированы на этот год. В этом году у нас по капстроительству, ремонту дорог всего 8 объектов вводимых, плюс 5 переходных, которые вводимы в следующем году. Из значимых объектов, вводимых в этом году, основных, это у нас улица Халтурина, от улицы Строителей до Якутской. Это улица Лизы Чайкина до улицы Чернышевского. Вводятся также дороги, которые у нас строятся в пригородных районах, в Кангаласах, улица Дачная. Второй этап асфальтирования дороги, капитальный ремонт улицы Ленская от Жарницкого до Петра Алексеева. Также у нас в этом году есть и социальные, так скажем, дороги, да, подъездные дороги, такие как к адаптивному центру по Сергеляхскому шоссе. В этом году небольшой участок, первый этап мы делаем. Опять же, из значимых объектов продолжается ремонт у нас по 50 лет Советской армии. В этом году мы
заасфальтируем участок от перекрестка Бабушкина до Ливаневского. Дальше до Кальвица мы поднимем вертикальные отметки, то есть в песчано-грунтовом исполнении пока, но постараемся закончить, посмотрим, если успеем по этапам, значит, запланированных работ. Продолжение улицы, значит, ремонта по Хабарова будет также. Будет нанесен третий слой, то есть, да, вертикальные отметки будут установлены по требованиям госстандартов на том участке, на котором мы в прошлом году асфальтировали. Ну и из значимых также в этом году и вводимых это у нас перекресток Ярославского, Ефимова, Хабарова, Чернышевского, то есть реконструкция, да, будет перекрестка. И в этом году мы начали уже и закончим в этом году улицу Ефимова с 203-го микрорайона. Давно люди ждут, то есть будет еще одна доступная дорога, подъездная к этому большому микрорайону. В этом году начинаем такие улицы, как переулок Базовый. Мы в прошлые года один участок, первый этап уже делали. То есть сейчас дальше пробиваем дорогу к окружному шоссе для того, чтобы, значит, транспортные потоки у нас равномерно распределялись с улицы Лермонтова, Вилюйского тракта. По утрам там в часы пик большие пробки, поэтому эти работы у нас запланированы, значит, начало в этом году, закончим вводимые в следующем году. В целом, также у нас по текущему содержанию дорог в этом году мы, в принципе, хорошо отработали. Если в прошлом году у нас там 2-3 подрядчика было. Основной это Якутдорстрой, выставлявший наибольшее количество бригад, техники. То в этом году у нас 7 подрядчиков. То есть 4 уже вышло, 3 сейчас уже буквально выйдут на днях. То есть начали мы с 27 апреля, как и в прошлом году. То есть это ямочный ремонт? Ямочный ремонт, да. Первый асфальтовый завод как заработал. Мы сразу договорились с коллегами и начали уже работать. Первые работы, естественно, у нас к майским праздникам были направлены, да, то есть это приведение нормативного состояния тех недостатков за зимний период эксплуатации дорог Хабарова и все ближайшие улицы Черяева, Богатырева, Богдана Чижика. Сейчас мы идем планомерно, у нас план есть определенный. По дефектной ведомости за весну мы отдефектовали более 3000 квадратных метров, то есть ямочного ремонта. Мы уже прошли больше 1000 квадратных метров, да, на сегодняшний день, с 27 апреля. Вот, с 15 мая у нас начинает, как сказать, зарабатывать уже полную силу другие АБЗ, то есть, да, после зимней, так скажем, спячки, да, и поэтому уже асфальт можно будет брать не только у одного АБЗ, в разных точках города. Соответственно, обороты будут увеличиваться работ, и выйдут еще у нас дополнительно 3 подрядчика, как я сказал, в ближайшее время, и мы уже начнем полную силу отрабатывать, готовить, значит, дороги к национальному празднику ИСЭХ в том числе, ну и в целом. По уборке, ну, также мы всю технику зимней эксплуатации, так скажем, уже переделали, наши ПМки, да, и вышла уже техника уборочная. В том числе мы в этом году будем применять, так скажем, экспериментально так называемую пушку пылеподавления. То есть, да, в этом году не только водой просто будем разбрызгивать, а экспериментально вот запустим такую пушку пылеподавления, которая будет распылять в виде пара воду для того, чтобы меньше было пыли. Если она эффективно себя покажет, мы в целом закупим большое количество этих пушек пылеподавления и будем их расставлять в первую очередь там, где у нас идет капитальный ремонт. То есть это центральная часть Аюнского, где сейчас Дежнева начали работу в этом году, Вадим, и в следующем году. Это 50 лет Советской армии. То есть там, где есть у нас критические моменты и жалобы от населения, то есть будем эти моменты отрабатывать. В целом, ну, сейчас город приводим в порядок, да, последние штрихи остались, и идем. Разметка пойдет скоро? Да. В этом году, мы в прошлом году разметку наносили, ну, как бы рано, тоже в апреле. В этом году мы по требованиям госстандартов должны, ну, вообще выдерживать температурный режим, то есть среднесуточная температура должна быть положительная, поэтому выдерживаем ее, и с конца этой недели, начала следующей недели мы разметку уже начнем. Будем ее наносить в том числе в ночное время, если будут положительные температуры.
поскольку поток меньше и как бы сохранится дольше разметка, поскольку если днем ее наносить, транспортный поток, как вы сказали, очень высок, да, у нас 150 тысяч машин, за последний год 17 тысяч машин больше стало, поэтому она, конечно, если мы днем ее нанесем, она стерется очень быстро, высыхает она не мгновенно, да, быстро, но не мгновенно, поэтому есть такие технологические, технические моменты, поэтому будем учитывать и упор делать, конечно, на ночное время. То же самое с ямочным ремонтом. Сейчас мы асфальт получаем только дневное время, горячий асфальт, поэтому ночью мы режем, днем заливаем асфальт. То есть, да, если это делать сейчас минусовые температуры, то есть это, во-первых, нарушение требований вообще правил работы этих, поэтому и мы стараемся сейчас выдерживать этот температурный режим. Поэтому только если тепло, нулевая, либо значит, плюсовая температура. Как начнется температура уже плюсовая в ночное время, упор будем делать на ночные работы, то есть ночью будем делать, кроме тех участков, которые менее загружены, то есть где можно проводить дневное время. О всех работах мы стараемся каждый день оповещать заранее, за сутки, то есть, да, либо минимум это вечером, что там будут ночью проводиться работы или утром рано, чтобы люди как-то планировали свои. Что касается вот озвученных пробок, то есть, да, так скажем, да, ну, как бы перекрытий дорог. Ну, да, действительно, у нас в начале весны мы запускаем все наши нормативные документы по ограничению дорог. То есть это, как правило, на объектах капитального строительства, ремонта. И они у нас до 31 октября, то есть до срока окончания вот всех возможных работ дорожных, да, по переходным или вводимым в этом году объектам. Ограничение, что это значит? То есть ограничивается движение либо пополосно, то есть мы оставляем движение, поскольку, как на Чернышевского. Вот, да. Так же, как и по Поярково раньше работали пополосно. То есть полосу стараемся оставлять. Полное перекрытие в моменте возможно в случае прокладки либо переустройства новых коммуникаций ресурсными организациями. Это все зависит от них, когда они по графикам выйдут, то есть от плана работ. В моменте они выходят, неделя-две, полное перекрытие бывает. Заранее мы об этом оповестим населения, и пути объездных маршрутов мы все приложим, то есть, да, для всех служб и общественного транспорта в том числе. Это мы делаем. В целом у нас в ближайшее время полное перекрытие ожидается на улице 50 лет Советской Армии с 15 мая, поэтому мы сейчас усиливали работу на Бестужево-Марлинского по ямочному ремонту. Сегодня туда выходят, остатки добивают ребята. И весь общественный транспорт, мы ожидаем, и поток в целом транспортный пойдет оттуда в основном. Поэтому мы и светофорные объекты, которые там есть на Кальвице, мы уже подготовили цикл работы светофорных объектов, циклограммы так называемые. Поэтому в моменте их поменяем, то есть для того, чтобы поток больше захватывал. Но это же не только на Кальвице, это и Ярославского касается, да, и это по всем объектам в целом, да, где у нас... Он компенсирует вот эти вот длительное задержки, перекрытие, мы максимально, насколько можно, мы светофоры регулируем, насколько можно. Есть определенные требования тоже госстандартов. Естественно, мы не можем там максимально сделать все для автомобилиста, потому что речь идет и о пешеходах, есть требования по разным категориям дорог, в зависимости от ширины, пешеходу должна оставаться возможность, оставаться время для перехода, то есть, да, определенного. Поэтому здесь как бы мы все, что мы максимально можем делать, мы делаем на сегодняшний день. Очень большое внимание, как житель 203-го микрорайона, я бы хотел уделить улице Ефимова, да, которая наконец-то получила уже видимые очертания, то есть там и асфальт, гравийно-щебеночная смесь там и лежит, и уже водители видят, какой она будет. Да? То есть там сколько полос будет и так далее, чуть поподробнее про это направление, потому что это на самом деле касается у нас же резиновый 203, да, и вторая артерия будет полноценная, я думаю, там ситуация улучшится. По проекту с поворотными полосами там будет 6 полос, да? 6 полос будет, То есть да? В целом 4-полосная дорога, да? Так же, как Сорна, да? Сорна-Малона. Но на перекрестке будет 6, так скажем, по проекту. Если там ничего не поменяли на сегодняшний день. Но такой проект мы, в принципе, согласовывали изначально. По проекту сейчас все идет. В целом по контролю мы к 9 мая мы переостанавливали работу временно.
так как все было перекрыто, и это была единственная дорога. Но в целом сейчас набирают обороты коллеги, дорожники. Я думаю, в этом году закончим. 6 полос. Хотел вот отметить по Сергеляцкому шоссе. Да? Вот Сергеляцкое шоссе, объект у нас переходной, то есть в прошлом году мы не приняли те работы, поэтому там сейчас без полного перекрытия ограниченное движение до осени для того, чтобы они переделали все, что там практически там было сделано, то есть связано с тротуарами, в первую очередь, асфальтом самим. Поэтому есть нюансы у нас и по другим дорогам. И сейчас заказчик в лице муниципального казенного учреждения «Главстрой» и ездит ежедневно по гарантийным обязательствам, то есть и устанавливает сроки устранения этих. Поэтому весь этот процесс идет. У нас же население очень любит критиковать, там асфальт кладут в октябре, там под проливным дождем и так далее, все это нарушение технологий и так далее. Да? Но еще раз, как человек, который причастен к строительству и к городскому хозяйству тоже, да, ну, в качестве члена общественной палаты города, у нас же реально вот стройсезон, он такой максимально сжатый, да, то есть 9 месяцев зима, грубо говоря, 3 месяца остается на то, чтобы проделать огромный, на самом деле, массив работы, да. Критики было много в адрес Сергеляцкого, там, типа, набедокурили, асфальт не тот клали, не так клали, да куда они смотрели, а куда смотрит городское хозяйство. На самом деле, контроль, вот вы, который осуществляете, вот вы сказали, не приняли в том году, да? Не приняли. На основании чего, на основании вот каких критериев вы не приняли вот эти работы? Ну, как пример контроля, да? Ну, во-первых, качество вообще исполнения, то есть, да, по отметкам, качество самого асфальта, который ложили, как вы сказали, в нарушение температурных режимов, да, которые должны были. Это понятно даже да, по физике, когда асфальт ложат в холодное время суток, он потом вылетает или становится таким рассыпчатым, то есть, да, по качеству смеси даже это можно посмотреть. То есть технадзор у нас есть, все эти моменты смотрим. Ну и самое главное, мы ориентируемся на проект. Есть конкретные проекты, и по этим проекту смотрим каждый участок дороги. И в этом году мы поэтому решили идти в рамках дорожного контроля не в конце, там, когда уже завершились работы там, на приемке там, какие-то. Мы будем идти по этапам. То есть участок закончили. Да, технадзор это смотрит, но в целом мы приемочную комиссию будем делать в этом году по участкам для того, чтобы сразу выявлять и сразу говорить, что здесь не так, здесь не так. По всем улицам практически есть замечания по различным, да, начиная там от отметок, бордюрных камней, уборки, да, строительного мусора, забитого там водоотведения и так далее, то есть исполнение, качество, покраски, то есть очень много замечаний в самом деле бывает, которые как бы мы в рабочем порядке решаем с коллегами, да, поэтому в целом здесь по Сергеляцкому шоссе, ну, понятное дело, это качество исполнения самого дорожного покрытия асфальта и тротуара основная причина была в целом, да, нарушение технологии прокладки. Поэтому здесь, ну, коллеги опытные, в принципе, да, но переделают, будем за этим следить, контролировать и поэтапно принимать эти участки. В этом году уже так будем делать. У нас, прежде чем перейти там, к другим аспектам, да, наступает сезон пучины. Да, то есть у нас июнь. Это активное пучение асфальта в сложных участках. И большую роль здесь... И понятно, что город представляет из себя одну большую строительную площадку. Да? То есть жилищное строительство, гражданское, промышленное строительство. И задействовано очень активно больших грузов в этом процессе. Как будет регулироваться все-таки улучшение контроля за передвижением больших грузов? В каком аспекте намечаете? Ну, во-первых, мы... С начала апреля вышел у нас нормативный документ об ограничении весовых нагрузок, значит, получается, со 2 мая по 1 июня. То есть, да, они действуют на сегодняшний день. Ограничения у нас там движение большегрузных техники до 8 тонн, не считая техники аварийных служб, там, жизнеобеспечивающих служб. Все знаки у нас выставлены, правоохранительные органы, госавтоинспекция, Росавтодор, все они уведомлены об этом. У нас уже прошли рейдовые мероприятия совместные, запланированы в прошлом году, то есть мы уже собирались, и в этом году мы собирались с коллегами тоже, как будем действовать.
рейдового мероприятия. Значит, у нас в городе больше 1000 камер, да, у нас у самих в интеллектуальной транспортной системе очень много камер видеонаблюдения, фиксируем все нарушения, работаем совместно с административной комиссией также по нарушениям правил благоустройства, ну, то есть без тентов ездят, когда инертные материалы возят, то есть в этом плане. Поэтому тут работа только взаимодействия. У нас, как у окружной администрации, полномочий привлекать нету, но фиксировать мы можем. Мы фиксируем, передаем это все по камерам, то есть в ГАИ, Росстраннадзор, то есть отрабатываем через административную комиссию. И в целом встречаемся и с перевозчиками, да, объясняем. Вот буквально час назад встречались со строителями, жилищного строительства, тоже объясняли моменты в части перевозок. Эти ограничения появились не только в этом году, они каждый год, то есть, да, просто то, что мы сейчас видим, что дороги разрушаются, появляется колейность в основном из-за большегрузной техники. Естественно, мы последние годы озаботились этим и понаставили везде камер, так скажем, да, и они отрабатывают, в принципе, неплохо. Там былые года вот по Старопокровскому тракту, где мы ставили больше 1000 нарушений там за месяц, она выявляла. То же самое по новой дороге Птицевод, 800 нарушений там в месяц было. То есть это эффективно, и я думаю, мы будем продолжать это. И в этом году камеры у нас запланирована, расстановка камер определенных. Конечно, здесь притеснять тоже застройщиков не хочется, поэтому у них должен быть какой-то выход. И у нас в городе существует, ну, он уже не менялся больше 5 лет, сколько я знаю, маршрут исследования большегрузной техники. Другое дело, что они нарушают этот маршрут, да, и двигаются. Экономят, так скажем, да. При этом мы в целом вообще еще в былые года и в прошлом году также в проектах мы смотрели, которые реализуются в этом году, чтобы в проектных решениях у нас большегрузная техника была в нормативах. То есть, да, чтобы там не было перевозки сыпучих материалов, там, инертных материалов, китайскими этими автомобилями, то есть, да, сороконожками и так далее. Там КАМАЗы, грубо говоря, в проектных решениях. Но в целях экономии коллеги, конечно, хотят перевозить. Лучше не 2 раза КАМАЗами съездить, а 1 раз китайцам приехать, да, поэтому некоторые моменты хитрят, мы это стараемся пресекать, ну, работаем, да, тут как бы золотую середину находим для того, чтобы у нас сохранить дорожное полотно. В целом, с 1 июня у нас ограничения не спадают, и уже там идет процесс, согласно федеральному закону и правилам перевозок грузов, по температурному режиму, то есть в летний период. Если свыше температуры 32 градусов, там уже тоже нагрузки снижают. Мы это будем объявление давать. Есть соответствующие законы, там заранее будем коллег оповещать, что снижается нагрузка на ось в связи с, значит, температурными режимами. И у нас рейдовые мероприятия, они уже распланированы. Еще зимой мы это встречались с коллегами. Поэтому здесь работаем. Оповещен, значит, вооружен, да? Ну, да. Скажем так. Смотрите, опять же, коснусь темы камеры и темы, опять же, резинового 203-го. Да? То есть вот, выход только через сторону Малона не устраивает многих водителей, которые выезжают ближе к перекрестку Хабарова, да? И получается там такой, ну, один затор, скажем так, который создают выезжающие из 203-го, ну, не затор, а увеличение количества, да? И который стопорится об действии торопышек, которые, ну, стараются проскочить со стороны первого корпуса. Да? По-моему, там решение очень простое. Просто справедливости ради, да, Эдуард Юрьевич, справедливости ради. Почему все должны торопиться, скажем так, в сниженном порядке, а ради вот 1-2 таксистов, которые, ну, там, поворачивают прямо на Хабарова, да? Да, мы проведем комиссию здесь. Этот участок у нас уже есть в местах концентрации, так скажем, ДТП, как опасный участок. Поэтому, учитывая обстоятельства, что дороги перекрыты рядом, поток усилился, мы на комиссии это проведем и решение примем. Я думаю, найдем средства для того, чтобы установить камеру. Многие пожилые, в том числе, и так далее, начинают пользоваться общественным транспортом, в том числе и дополнительными дачными маршрутами. Вот в этом направлении какие улучшения ожидаются? Или... Ну, у нас традиционно запустились маршруты в конце апреля, в начале мая, да, Вилюйскому тракту.
По Маганскому тракту мы также сейчас, точнее по Намцирскому тракту также запускаем маршрут, там дорогу приведем в соответствие, после этого запустим маршрут. И из нововведений мы сейчас прорабатываем вопрос, давно он стоит у жителей, и по поручению главы, да, и на отчетах главы также они озвученный вопрос по запуску, значит, дачного маршрута в микрорайон Северный. Да, это тоже застраиваемый такой район большой, рядом с Аталом находится. Остановка находится далеко. Люди, ну, не так много пока людей проживает, но живут. Мы сейчас аналитику ведем. В ближайшее время должны туда выехать. Мы уже несколько раз туда выезжали и с депутатским корпусом, то есть, да, прорабатывали схему движения. Сейчас вопросы у нас по безопасности остаются, по освещению, поскольку без освещения, ну, как бы общественный транспорт, там передвигаться сложно будет ему. И пытаемся сейчас в этом году запустить новый дачный маршрут, значит, да, который будет организован нами совместно с частными перевозчиками. Вот. Кстати, мы запустили недавно новый маршрут городской, подвозной, 50П. Да, я видел. Да, поэтому Телеграм. потихонечку тоже набираем обороты в этом направлении, новые маршруты, то есть добавляем, да, подвозные, идем к цели той, запланированной ранее, что основные наши маршруты мы не должны сильно, так скажем, увеличивать их километраж. Они должны быть более прямолинейные, без заездов, поэтому спальные районы мы будем именно направлять такие короткие маршруты, подвозные, которые будут двигаться Пользуются успехом, по кстати? расписанию. Ну, в первый день... Аналитика, как пока? Да, ну вот по 51-му, да, маршруту, который по Петро-Алексееву ездит до 203-го, кстати, да, там сутки, ну, от 100 до 120, вот так вот сутки ездит по расписанию. Начинает привыкать. Да, ну, немного пока, да. В первый день 50-го маршрута проехало 49, потом 60 с чем-то, да, ну, сейчас на уровне 70-60 человек ездит. То есть, да, нужно накатать маршрут. Люди, во-первых, должны ознакомиться с расписанием и дать нам обратную связь, кстати говоря, да, потому что мы примерно сами считали, куда люди ездят, да, смотрели, в какое время им надо, то есть, да, примерно ориентируемся, но в каждом районе мы по-своему, ну, люди по-разному, то есть основной поток ездит там в определенное время, где-то там к 8 собирается, да, кто-то рано утром, то есть, да, тут обратная связь, конечно, нужна будет для того, чтобы мы аналитику провели и, исходя из большинства, как говорится, потребности населения, мы выстроили нормальное расписание. То есть, да, это нормальная практика. Мы также и по пригородам работаем. Пригороды говорят, когда им нужно, мы корректируем расписание. Здесь то же самое, притирка все равно будет. Но я думаю, ближе к осени, сейчас лето, так скажем. Цыплят по осени, да, считаю. да, Пассажиров. Да, осенью пассажиров больше станет. И мы, думаю, ближе к зиме, там, к осени мы уже поймем, как расписание там выстраивать. Касаемо парка, да, критика была также в адрес новых волгобусов. Волгобасы хорошо себя показали, мы уже их второй год используем. Мы же купили маленькую партию сначала из 19 автобусов, да, и они плохо себя показали, в принципе, да, есть, там были некие моменты, но сам завод-изготовитель очень быстро и хорошо отрабатывает, да, и в целом и перевозчики сами это подтверждают, да, то есть быстро приезжает там чуть ли не представитель, быстро-быстро все разбирается, заменяет, вносит изменения, самое главное, никаких денег платить не надо, то есть, да, вот. Поэтому, в принципе, они себя хорошо показали. Единственный момент, грязи их очень сильно заливает, конечно. Это, ну, как бы весной, да, вот этот период, когда у нас очень много луж. Да, межсезонье, луж много. И их заливает. Мы в этом году, в прошлом году отрабатывали в плане расширения арок там, и так далее. Расширили, завод пошел на это, то есть, да, и колеса другие мы поставили в этом году, то есть, да, но все равно заливает, то есть, да, мы уже переговорили с заводом-изготовителем, то есть они сейчас тоже будут эксперименты проводить свои, да, в целом по расширению арок, может еще выше дополнительно, то есть эта проблема мы озаботились, но и опять же весной проблема основная вот с автобусами, да, почему они грязные? Потому что весной нет автомоек, они все закрытые, то есть, да, ночью-то холодно, минусовая температура, и мойки обслуживания, они закрыты. При этом самих автомоек, которые могут мыть такие большие автобусы 12-метровые, их один-два. По пальцам посчитать. Один из них это муниципальное предприятие ЕПАК, да, который у них там своя очередь.
Поэтому здесь мы сейчас работаем над тем, чтобы у частных перевозчиков появилась своя автомойка, то есть, да, своя база. И недавно Евгений Николаевич вот, дал поручение, и мы уже отработали, и в этом году мы будем строить автомойку на улице Очищенко, планируем, да, для частных перевозчиков, то есть с северной части начинаем. Для того, чтобы у них, во-первых, ну, сами мылись там бесплатно, да, и автобусы, волгобасы чистые были. То есть не надо будет что-то искать, с кем-то договариваться, все свое. Поэтому над этим направлением работаем. Давайте прокомментируем вот эти симы и питбайки, да, которые, ну, ладно, треск, но они же очень активно, вернее, подростки, которые их эксплуатируют, очень активно создают аварийные ситуации. Просто каждый год молиться, не случилось бы чего, это, наверное... Поэтому я понимаю руководство отдельных муниципалитетов России, которые просто запрещают. Давайте с СИМов начнем. Да. Самое такое, это новое у нас появилось, они у нас 3-й год работают. В прошлом году мы создали порядок, то есть, да, не было ни федерального же закона, нет, регулирующий как бы порядок движения вот этих средств индивидуальной мобильности. И мы как первый, ну, не знаю, может, первооткрыватели, может, ну, точно в Якутии мы порядок создали, постановлением его утвердили, то есть правила вообще движения, где они, как и должны двигаться, их места стоянок утвердили и соглашение подписали с компанией ВУШ. В принципе, коллеги обратную связь хорошо держат с нами, мы с ними взаимодействуем и вносят в лепту в целом для развития города, инфраструктуры, да, и нету никаких, так скажем, санкций, да, чтобы урегулировать эту ситуацию, и мы эти санкции, в принципе, разработали и сейчас внесли в Госсобрание Элтумен. И надеемся, в июне месяце будет рассмотрение уже этих санкций, введение новой статьи в КоАП Республики Саха-Якутия для того, чтобы мы могли как-то регулировать этот процесс движения хаотичный, да, в том числе нарушений правил вообще стоянки этих, потому что бросает где попало, да, двигается молодежь, двигается по двое, да, работаем над этим. Очень много заблокированных аккаунтов, штрафных, то есть, да, это тоже мы за этим следим. У нас оперативная группа создана, в принципе, да, по самокатам. Поэтому здесь, ну, да, это новое что-то такое, да, и понятно, чувство населения, тревога в плане хаотичного движения, они двигаются по дорогам и так далее, но в целом нормативка у нас есть. Мы вносим изменения сейчас в КоАП РСЯ. У нас есть нормальное взаимодействие, и самое главное, ВУШ это понимает, и они полностью с нами согласны и прилагают все усилия, да. Тут вопрос о самом отношении, так скажем, родителей и управляющих людей этими самокатами. То есть нужно проводить профилактические работы. Тоже запланировано на этот год, в том числе вот в школах проводим мастер-классы и так далее, ролики специальные. Поэтому нужно мировоззрение, немножко отношение к этим самокатам менять, конечно, нам всем. Это не игрушка далеко, да, поскольку может привести к последствиям серьезным, травмам. Поэтому будем работать над повышением профилактики. Что касается питбайков, мы в прошлые года запретили движение определенное время по проспекту Ленина. Сейчас решается вопрос вообще запрета движения в центральных частях города транспортных средств в виде мотоциклов, так скажем, да. Вот, да. Посмотрим, рассмотрим это на комиссии. То есть такой у нас вопрос поступил. Обязательно рассмотрим. Решений пока никаких не принято. Ну, вот по питбайкам, конечно, нам нужно в городе создавать, наверное, уже пришло время, свой мотобат, да, со стороны госавтоинспекции, мотобатальон, поскольку их, во-первых, догнать трудно, да, опасно, во-первых, да, на машинах можно спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Дети, как правило, все без шлемов там ездят, без экипировки определенной. Ну и заниматься, конечно, профилактикой. Вот хорошее было госавтоинспекции на комиссии БДД, вот республиканской нашей встречи, предложение в части ограничения выпуска топлива несовершеннолетним. Вот на заправку приезжать, ну, видно, что ребенок-подросток. И чтобы наши ну, как алкоголь АЗС, по паспорту. да, по паспорту выдавали. 18 есть,
Права, ну, как бы 18 есть, топливо дали тебе, да. Если нету, до свидос. А там дальше надо работать над профилактикой, ну, работать с родителями, поскольку родители же покупают эти питбайки все-таки. Они не предназначены для дорог общего пользования, они вообще должны использоваться только на специальных там трассах, треках. Поэтому здесь нужно усилить профилактику, ответственность родителей. На самом деле, хороший разговор получился, Эдуард Юрьевич. Я всегда рад и как автомобилист, и как горожанин, и как... Спасибо, что зовете. Да, и как в целом, как говорится, неравнодушный человек, да, потому что, ну, на самом деле, аспекты справедливости и несправедливости, они во многом решаются смотря где как, да. Кто-то там выскакивает сбитый, кто-то выскакивает с чем посерьезнее, да, и мы все это видим, отражение там и так далее. Дорожных споров бывает очень много везде, но если действовать по справедливости, скажем так, да, ну, будет меньше напряжения, будет меньше каких-то точек накала по части безопасности, прежде всего, вот в части СИМов, питбайков и так далее, должны руководствоваться прежде всего аспектом безопасности. Потому что каждый год уповать на Всевышнего, чтобы не случилось чего, тоже касается и качества дорожного полотна, да, потому что во многом это создает. Вы перед эфиром слышали, что при наличии определенных, скажем так, довольно высокого транспорта, на самом деле, при низком профиле, да, это может, человек может вильнуть не там, где это, и задеть кого-нибудь, другого участника, там, может быть, рядом двигаться вот этот на самокате или на скутере или и так далее, которые абсолютно уверены, что они могут двигаться по правой стороне от крайне правого движения, то есть как велосипедисты, да. Ну, скутер, ладно, но полноценный мотоцикл же не может двигаться с правой стороны, полноценный мотоцикл. Да. Поэтому, реально, чем люди начинают жить лучше, у них становится больше средств, скажем, куда-то вложить. Ребенку тот же питбайк купить не дешевое удовольствие. Да? Да. Поэтому контроль в части родителей, контроль ответственности родителей, на самом деле, говорит человек, себе покупают, да? Можно же там, а вдруг пробили там ребенок, у него 14 лет, 12 лет, да? А не ребенку ли ты, товарищ, покупаешь-то? Не-не-не, клянусь, да. Только сам буду эксплуатировать, я сам в душе с детства увлекаюсь этим. Поэтому всегда будем звать, всегда будем, потому что, еще раз, это начало лета, будет середина лета, и в конце мы сезон завершим традиционно нашей встречи с большим, скажем так, участием других ответственных структур. Да? Спасибо, Эдуард Юрьевич, еще раз. Спасибо. Каналов оповещений на самом деле очень много. Это и Макс, это и Телеграм, это и другие, сайт городской администрации. Но расширим вот эти каналы оповещения еще и телевизионным ресурсом. Это лишним не будет. Еще раз, оповещен, значит вооружен. Увидимся.